Включаем маркетинг на Эхе Москвы в Уфе. Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Виталий Пилипчук и моя авторская программа «Включаем маркетинг» на Эхе Москвы в Уфе. Сегодняшняя тема – это рынок боксинг-клубов в Уфе. И у нас в гостях Александр Шингареев, владелец клуба «Смарт-боксинг». Здравствуйте. Евгений Горбатов, непосредственно один из клиентов клубов, который занимается непосредственно боксом. И я думаю, он себе тоже расскажет. Добрый день. Добрый день. И Александр Минулин, профессиональный тренер по боксу. Добрый день. Здравствуйте. По традиции программы мы же говорим в ключе маркетинга, поэтому начнем сразу с портрета клиента. Кто же на сегодняшний день является клиентом именно боксерских боксинг-клубов, и дальше уже перейдем к продукту. Саша, тебе вопрос. Угу. Добрый день еще раз. Боксом на самом деле сейчас увлекаются очень многие люди. Это популярный вид спорта, стал некой альтернативой фитнес-индустрии на сегодняшний день. Течение отдельное. Да, это отдельное течение. И это стало популярно. Даже там известные звезды популяризируют этот вид индустрии как бокс, как некую альтернативу фитнеса. Поэтому я бы сказал, портрет клиента — это, наверное, лица от 7 до 60 лет. Очень широко берешь. На самом деле, так и есть. Да, здесь именно от увлеченность именно боксом будет зависеть именно от самого клуба, от тренеров, которые дают эту историю. Вот вопрос, если говорить о цифрах, какой вот ты как непосредственно владелец боксинг-клуба, кто-то достаточно давно в этой теме, как ты оцениваешь объем аудитории боксинг-клубов вообще в Уфе, и как бы ты ее разделил? Вот такой вопрос в лоб, но, может, попробуем сейчас разобрать. Давайте попробуем. Аудитория, на самом деле, огромная, да? Почему? Потому что вот фитнес-индустрия, она сама уже развивается. Допустим, в нашей стране, наверное, около 20 лет, в США она около 40 лет. Да? И люди за вот эти годы фитнеса поняли, что в этом супермаркете им надо. Да, и поэтому круг желающих именно уйти в бокс как некую альтернативу фитнесу, он довольно-таки становится шире и шире. Если рассмотреть фитнес-индустрию сейчас, наверное, это может быть около 70 тысяч человек в нашем городе, которые посещают залы фитнеса, так или иначе, да. И каждый из этих членов клубов, они выбирают для себя, что именно они хотят. И вот в этой массе, так сказать, желающих, наверное, процентов может быть 10-12? 10-12, да, которые потенциально могут быть увлечены боксом. Ну вот, разделяя непосредственно сам аудитории, есть всегда аудитория так называемая, мы будем говорить маркетинговыми штампами эконом, есть, сказать, средний плюс, и есть там премиум, условно. И здесь, прежде чем я передам слово Евгению, именно как он воспринимает себя как непосредственно занимающийся этим видом спорта, на какой сегмент ты в своем проекте непосредственно делал упор, и вот о чем ты там, я думаю, чуть позже расскажешь подробнее. Кто эти люди? Все-таки это премиум, средний или эконом? На самом деле, это, если рассматривать с момента основания клуба с 2015 года, мы ориентировались на масс-сегмент, у нас была годовая карта 5500 рублей, да, членский взнос, это был старт. Но когда, поработав, наверное, месяца 2-3, и к нам пришла аудитория сегмента премиум, мы поняли, что, может быть, в нашей модели что-то не так. Что-то менять. Что-то менять. И мы для себя поняли, что именно тот сегмент премиальный, средний плюс, именно та аудитория, которая может себе позволить заниматься боксом, может себя найти. Когда в своей практике, когда разбираю клиентские модели и потребительские непосредственно, крайне важные аргументы, и с которыми человек, собственно, непосредственно потенциальный и реальный клиент выбирает тот или иной продукт, то или иное направление. И вот всегда очень важно вот эту философию понять и ощутить. И вот здесь вот, Евгений, тебе вопрос. Что сподвигло, вот немножко о себе, вот как возможно, как мне кажется, классическом клиенте именно в направлении бокса, именно в том сегменте, о котором сказал Саша, что движет тобой заниматься этим направлением непосредственно?
Да, всем еще раз добрый день. Расскажу о себе. Сам я интернет-предприниматель, зарабатываю, то есть у меня онлайн-бизнес. И раньше, если я там последние лет 5 с детства вообще занимался всегда боксом, ну как боксом, спортом, рукопашным боем и так далее. Когда уже вырос, как повзрослел, стал пробовать себя в бизнесе, и, соответственно, времени уже профессионально заниматься спортом не было. Дальше начал обычным фитнесом, ходил в качалки, ну, такие простые фитнесы. И, ну, всегда хотелось, так как я занимался ранее там такими уже боевыми искусствами, там, как назовем, боевым спортом, то мне хотелось снова в это направление вернуться. Но когда ты уже занимаешься бизнесом, занимаешься какой-то карьерой, у тебя, ну, ты не можешь подстроиться под обычные спортзалы, которые там, грубо говоря, там, например, вечером там проходит групповая тренировка. И когда у тебя уже есть деньги, тебе хочется, ну, больше индивидуальности. То есть ты, когда с деньгами вот, там, выбираешь лучшее место, куда пойти, там, в кинотеатре лучшее место выбрать, в ресторан и так далее. Также и относишься уже к спорту. То есть, там, например, как я выбирал клуб, смотрел в интернете и так далее. Мне непосредственно нужен был клуб, в который я мог бы прийти и там, в любое удобное для себя время тренироваться персонально, индивидуально, с хорошим тренером. Не просто с парнем, который, там, не знаю, которому 20-30 лет, и он, ну, просто тебе там что-то подскажет, расскажет, а именно с профессионалом. И, естественно, я понимал, что это стоит не дешево. Да. Вот вопрос такой, а насколько важна именно локация была для данного проекта? Мне вообще не важна была локация, мне именно нужен был тот спортзал. Уровень определенный, да? Внутри. Да, мне нужен был, чтобы хороший был тренер и был персонально индивидуально. И уже вопрос цены, он у меня отпал в первый же момент. То есть я пришел, увидел, когда тот спортзал, в котором я тренировал, начал тренироваться, то есть он был красивый такой, ну... Оборудование было достаточно. Да, я сразу вижу. Плюс, когда мне показали стенд с тренерами, то есть я видел, что там все взрослые, чемпионы мира. И вот как я начал 1,5 года заниматься, так с тем же, к тому же самому тренеру в формате клуба хожу. То есть, как вот начал, он чемпион мира, то есть был. И сейчас является. Ну вот здесь как раз вопрос, если мы говорим про продукт, с одной стороны, люди, которые могут себе позволить, действительно, вот интересно, кстати, наблюдение, что место не важно, но на самом деле место важно, потому что однозначно, если работа где-то там в центре и так далее, для большинства, наверное, все-таки аргумент. Для интернет-предпринимателей не более свободны в своем выборе, так или иначе. Ну да. Вот, и здесь как раз, Саш, возвращаясь к теме, чтобы нам поговорить про продукт, как происходила трансформация и какие, вот тут прозвучала тема тренера, какие компетенции пришлось привлекать, чтобы создать продукт, то есть на чем он строился, вот какие основные аспекты, там, это место, это предложение, это отделка, вот что это было и что повлияло на выбор места непосредственно. Да, если на старте, да, когда мы начинали это в 2015 году, мы выбрали место Чернышевского 88, это было здание Техно, это был 4-й этаж, такое, знаете, высокие потолки, света много в помещении. Мы его сделали как лофт, историю такую, да, американского лофта. Мы, так сказать, тяготели к такой индустрии, которая идет уже много лет, это называется индустрия white collar boxing, бокс для белых воротничков. Это такое движение существует в Америке, в Англии, да, происходят там свои экшены. Такая крутая история. Ну, это некая субкультурная история уже, я так понимаю. Да. Это для... Поэтому и мы в центре его себе искали, потому что понимали, что в центре у нас много офисных сотрудников, да, которые могут себе позволить заниматься боксом, и это рядом совсем. Да, место, центр, мы считаем, что это было правильное решение. И локализовались в части, допустим, в части развития клуба, да, там инструменты маркетинга, которые мы применяли, это, честно скажу, на самом деле, самое лучшее — это тренер. Рекомендации. Вот как раз я хотел бы Александру Минулину передать слово. Вот непосредственно, так как вы непосредственно, я так понимаю, работали с Александром, и ваше отношение к самому продукту именно
направление бокса именно в разрезе фитнеса, да, вот этой около фитнес-истории. Чем оно принципиально интересно клиентам, какие особенности в взаимодействии опять же, с клиентами, и что ими движет заниматься этим направлением? Может быть? Еще раз всем добрый день. Вот. Хочу сказать, что я вот в этом фитнес-индустрии, да, или в таком формате тренер 1 год. И спасибо Александру и смарт-боксинг клубу, то, что вообще это мое 2-е место работы, можно сказать, да, было. Буквально год назад, наверное, я, чуть больше, да, я пришел к Александру, в клуб начал работать, и вот за год работы сформировал такую группу ребят, которые у меня занимаются до сих пор. Что интересно, конечно же, вот Женя говорил, что, локация там, для него не важно, да, для кого-то более важно. Но на самом деле, если тренер соответствует там представлениям, ожиданиям, да, компетенциям всем, которые заинтересовывают клиента, чтобы он занимался, то очень важно, чтобы тренер заинтересовал людей. Люди идут на тренера так или иначе. Как я понимаю. Я думаю, так. В первую очередь на спортзал, а в вторую очередь уже на тренера. Либо наоборот, да. Но здесь вот насколько важно, сказать, вот эта группа, которая собирается, она насколько держится к тренеру. Я так понимаю, это вообще базовая история в боксе и, наверное, вообще в спорте. Вот ваше мнение как клиента там и как непосредственно тренера. Но задача тренера, чтобы соответствовать всем представлениям, то есть всем компетенциям. То есть, допустим, тренер что должен? Помимо знаний, да, умений, навыков, он должен еще хорошо выглядеть, должен уметь общаться, коммуницировать с клиентами не только на тему бокса, да, но любые темы. Он должен быть разносторонним, развитым человеком. Должен быть приятным человеком, да? Плюс, кстати, которому хотелось бы подойти, с ним поговорить, позаниматься, поговорить на любые темы о жизни, о спорте. Это еще, помимо всего прочего, наставник, по большому счету, не только в спорте. Верно. Не только в спорте. Про регалии, насколько они важны, я вот понимаю, что Александр все-таки про себя сам не расскажет. Коллеги, просветите. Регалия, на самом деле, это тоже хороший показатель успешности в спорте, в развитии человека. Да, если человек в спорте, да, в этой индустрии находился много лет, для нас именно вот опыт работы, именно как самого спортсмена и как опыт тренерский, да, это очень важен при подборе кадров был в наш клуб. Это очень ценно. Непосредственно по Александру, сколько я знаю, что у него есть вполне серьезные регалии, и насколько это влияет, усиляет сам проект и продукт. Вот. Безусловно, да, там, имея регалии, такие как у Александра, чемпион мира, да, там, имея там, являясь мастером спорта по боксу, по кикбоксингу, по рукопашному бою, да, это уже ценно, да, это уже на самом деле характеризует как его, так и клуб сам, да, что он из себя представляет. Я поэтому говорю, что говоря о продукте, мы же говорим в разрезе программы непосредственно о продукте, один из моментов важных, наверное, один из ключевых, это уровень компетенции самих тренеров. И вот здесь вот вопрос как раз к Евгению, то есть когда определялись там с местом, то есть причиной остаться был, наверное, все-таки тренер. Причиной остаться был это вот первый месяц, то есть как прошел первый месяц, как прошли первые тренировки. То есть я пришел, первое, увидел спортзал, меня заинтересовало сразу же. То есть я говорю, как все записаться, все, я готов. Дальше выбор тренера, то есть буквально все тренеры были хорошие. То есть мне, говорит, подошел директор, говорит, запишитесь к Александру Минулину, попробуйте с ним. Попробовал, сразу же согласился на последующие тренировки, и после то есть я первый свой абонемент купил на первые 10 тренировок, то есть на месяц. Ходим же мы обычно не каждый день, 2-3 раза в неделю, то вторая покупка, я себе сразу взял абонемент на полгода. То есть я понимал, что меня все устраивает. Меня устраивает то, что индивидуальный подход, все, я пришел, по лапам грубо говоря, побил. То есть в
качалку как приходишь? Пришел, ну, гантели, это все рутина. А в бизнесе очень много рутины. То есть это кажется, что бизнесмены, они там, ну, путешествуют, да, это вот отвлекаются они от той рутины, в которой постоянно находятся. И когда ты работаешь постоянно, еще приходишь в спортзал, там, ну, с этими штангами, и, ну, это все нагнетает. А приходишь, ну, вот в такой вид фитнеса, да, назовем его, вид бокса, то есть здесь уже ты такой активный, пришел, лапы побил, по грушам побил, если, ну, нужна необходимость, поспарринговался в шлемах. То есть, если говорить маркетинговым языком, реальные выгоды от продукта — это переключение внимания, выход из как раз да, с рутины. Очень много энергии дает, потому что вот я говорил, что интернет-предприниматель, много сижу. То есть сижу, такой пассивный вид жизни, особо, ну, много не хожу, сел на машину, доехал там. А здесь пришел, там, побегал, постоял, попрыгал. То есть кровь ходит, все, мозг начинает активнее работать. Вот, кстати, вопрос, я хотел бы Александру переключиться. Вот здесь, когда вы формировали сам продукт, вот про компетенции мы сказали, про тренеров. Тренеров — это очень важный момент. На что смотрел в именно, там, может, опыт какой-то международный перенимали, там, почему там то или иное оборудование подбирали? Вот какие аспекты, если мы говорим про тот формат смартбоксинга, который вот мы говорим про последний формат реализации, то есть чтобы послужило прообразом, мне важно как бы сделать акцент на том, был ли этот продукт, получился ли он уникальным для Уфы, и получилось, что индустрия бокса в Уфе сделала какой-то шаг вперед. Либо мы говорим просто о том, что это была немножко другая форма того, что было раньше. Ну, на самом деле, что было до 2015 года? Были США, Федерация бокса, и были фитнес-истории, которые супермаркет. Что такое США? Это история спорта, история селекции, и обычно это человек, который там, может, пусть в возрасте 30 лет, он уже туда не пойдет, да, тоже понимает, что там уже другая совершенно история на результат, да, именно спортивный. И фитнес-история — это супермаркет, где там есть много всего, но нужен там какой-то определенный. Мы выбрали для себя именно концепт, основанный на боксе. Да, то есть мы его назвали смарт-боксинг, понимая, знаете, там слово смарт, оно уже такое большое, да, содержательное. Это сам бокс, это как история шахмат, да, то есть бокс — это на самом деле шахмат, да, как ты работаешь, именно своим телом управляешь, да, и когда ты тренируешься, у тебя там формируются новые нейронные связи в голове, да, это применимо как в бизнесе, ну, так и в жизни, да. Прикладные навыки. Это уже прикладные навыки, да, то, что человек начинает понимать, как держать удар, да, как в жизни бывает, как устоять на ногах в той или иной период жизни, да, всякое бывает в бизнесе, и провалы, и подъемы, да, и это важно было в концепте передать. Поэтому на старте к нам уже пришла такая аудитория, которая имела опыт бизнеса, да, которая там имела опыт руководства, да, то есть люди, по сути, на самом деле, они были, честно скажу, наверное, социопаты, мизантропы, которые устали от глупости своих подчиненных, и, может быть, там руководство высшего, да? Да, и высшее руководство, такой средний менеджер, которым необходим был некий антистресс. Да, то, что мы давали некий антистресс. Вот, кстати, вопрос. Говоришь про аудиторию. Сколько людей было вовлечено вообще в работу в клубе уже, если мы говорим про емкость, это там, ну, на старте 2-3 тысячи человек, или это больше, меньше и так далее? Потому что есть золотое количество аудитории для, вот, из моего опыта как маркетолога в любой нише в Уфе, если она актуальна, интересна, именно вокруг бизнеса, крутится порядка 2,5-3 тысяч человек. Это теплая аудитория, как правило. И вот это распространяется на да, это, я считаю, что это распространяется, и я думаю, каждый если раз эксперименты заставлен, если это история, на старте был клуб, да, то, что у нас было очень, с нами работало очень много тренеров, которые живут у нас в регионе, которые приезжали к нам с других районов, работали у нас в нашем клубе, да, и уходя от нас, они на самом деле стали некими послами той индустрии, которую мы формировали, да, некую историю смарт-боксинга. Бокс не с целью спорта, боксу не с целью там каких-то фитнес-достижений, это на самом деле укрепление духа,
человека. Да, Ну там. вот здесь вот вопрос как раз, я хотел непосредственно Александру Минуллину вот этот вопрос задать, когда вы, почему именно в том числе это направление вы рассмотрели для себя как направление реализации, то есть был ли вот этот аспект, я не знаю, особой субкультурности повлиял, либо это еще одна компетенция, которая была вам интересна именно для работы, так сказать, с этой нишей, с боксом именно как не спортом, а, ну, скажем, слово фитнес, да, истории. А почему я пошел работать именно в смартбоксинг? Да, Да? ну, почему даже не смарт-боксом, Ну, почему вообще именно просто боксом начал стал заниматься интересен? тренером, Да. Ну, я же как бы изначально боксом занимался. Вот, да? вот То это есть важный сам момент. начал. Почему я пошел вообще в бокс, да? Мгм. Потому что, ну, во-первых, это, наверное, для меня это был такой вид спорта. Во-первых, он олимпийский вид спорта, да, где я по телевизору смотрел я трансляции, там, Олимпийские игры. Да, мне очень нравился этот вид спорта. Почему два человека выходят в ринг и идет противостояние в ринге. Это поединок. Да, поединок. Да, в первую очередь. И выигрывает тот человек, который не только развит физически, но интеллектуально еще, Мгм. что очень важно, да? То есть он, Несмотря на все да, штампы, Саша, которые... Саша говорил, да. что связи, там нейронные связи формируются. Мгм. Все-таки на самом деле так и есть. Ну, То есть как бы она тема близка вам непосредственно? близка, да, как бы по духу. Ну, до этого я, конечно, тоже к боксу шел я постепенно. Вот Женя говорит, тоже единоборствами занимался. Я тоже занимался различными единоборствами. И потом 15 лет я пошел в секцию, записался в бокса. И вот с этого момента как бы начал тренироваться. У меня очень успешно все стало получаться. Потом мой тренер обратил на меня внимание буквально через месяц. Начал рекомендовать, чтобы я выступал на соревнованиях. И вот постепенно, там буквально через несколько лет я там выполнил разряд кандидата в мастера спорта. И потом меня пригласили поступить в институт. То есть я хочу сказать, что очень важно заниматься вообще каким-либо видом спорта. Ну, конечно, бокс, я за бокс. Бокс помог мне в жизни реализоваться вообще как, ну, как человек, как личность. Мгм. Что Ну, очень важно, да? и, соответственно, вопрос снимается, как говорится, почему бокс? Потому Да. что бокс, да. Александр, тебе вопрос. Как ты считаешь, почему вот в конечном итоге выбирали именно вас, именно как клуб, те клиенты, которые к вам пришли? И мы посравним потом показания непосредственно с Евгением, насколько действительно это было так. Как ты считаешь, что было основным драйвером все-таки? Вот если все отмести, уровень, качество предложения и так далее. Ну, то есть... На самом деле, наверное, люди, выбирая смартбоксинг, ну, к моменту, наверное, через год, да, мы уже получили то, что о смартбоксинге знали, да, там, аудитория, та, которая нас посещает, она приходила именно по рекомендациям, то есть это история такая, да, друг привел друга, да, и наша компания, наш коллектив, как членов клуба, да, он формировался, на самом деле, как не банально, да, путем сарафанного радио. Ну, то есть я правильно понимаю, что здесь главное, вот правильная история, это некая субкультурная тема, это клуб, в первую очередь, клуб даже не в стенах клуба, а клуб между людьми, то есть те, которые между собой, да, это безусловно. как некое сообщество, получается. Так ли это на самом деле? Еще раз Евгений? вопрос. И вопрос в том, что насколько при прочих равных там качестве предложений и так далее повлиял на выбор места, именно, я думаю, после перерыва к этому вернемся. Я хочу сказать о том, что насколько субкультурная история влияет на выбор места занятий. И встретимся после перерыва. С вами был Виталий Пилипчук. В Москве 11 часов 30 минут. День новости. В рейтинге самых богатых людей мира появились два новых миллиардера из России. Это братья Игорь и Дмитрий Бухманы из Вологды, основатели компании PlayX по производству компьютерных игр. Агентство Bloomberg в состоянии каждого из братьев оценивается в 1 миллиард 400 миллионов долларов. В начале года появилась информация о том, что PlayX
могут купить китайские инвесторы. Алексей Рогозин покинул Ильюшин. Совет директоров компании официально утвердил гендиректором Юрия Грудинина, который ранее возглавлял Таганрогский авиационный научно-технический комплекс, отмечает Интерфакс. Алексей Рогозин – сын главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Ранее сообщалось, что Рогозин-младший переходит на другую работу, куда именно не уточнялось. Правительство предлагает досрочно лишать полномочий депутатов Госдумы и членов Совета Федерации за недостоверные декларации о доходах. Подготовлен проект соответствующего федерального закона, рассказал замначальника управления при президенте по противодействию коррупции Александр Аникин. По его словам, этот вопрос будет рассмотрен 19 апреля на заседании рабочей группы. Фильм Павла Лунгина «Братство» о войне в Афганистане может выйти после 9 мая, рассказал сам режиссер в прямом эфире «Эхо Москвы». 9-го не будет. Там, вы знаете, когда выпускают фильм, там смотрят, есть ли какие-нибудь монстры, титаники, которые могут раздавить нашу хрупкую скорлупку. И вот оказалось, что вокруг 9 мая ничего большого не выходит. И у нас не было никакого военного фильма такого крупно-патриотического. Поэтому они решили, там есть 4 выходных дня, а это какие-то их хитрости. Я в этом, честно говоря, не очень понимаю. Дата выхода фильма определится сегодня. Ранее картину раскритиковали в Госдуме. С просьбой лишить ее прокатного удостоверения к министру культуры обратился председатель Всероссийской общественной организации ветеранов Борис Громов. Джулиану Ассанжу присудили премию Европарламента за свободу журналистики. Кандидатуру Ассанжа выдвинула объединенная фракция левых партий в Европарламенте. Сам Ассанж находится в Лондоне под арестом. Награду за него получила лауреат Нобелевской премии мира 1976 года Мэрит Корриган. Сумма пожертвований на восстановление собора Парижской Богоматери может достичь 1 миллиарда евро. Деньги поступают от крупных компаний, а также через 4 общественных фонда. Их выбрало Министерство культуры Франции. Президент Макрон пообещал, что собор будет восстановлен в течение 5 лет. Акции итальянского футбольного клуба «Ювентус» обвалились более чем на 20% на миланской бирже. Это произошло после проигрыша голландскому «Аяксу» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Туринский клуб был одним из фаворитов турнира. В Москве сегодня облачно с прояснениями, без осадков. Днем плюс 8-10 градусов, сейчас плюс 9. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы». 3, 2, 1. Реклама. В четверг, 18 апреля, в гостях у «Эхо Москвы» управляющий банком «Открытие» в Башкортостане Айдар Зубаиров. Поговорим об открытии нового офиса банка в Нефтекамске и повышении финансовой грамотности малого бизнеса. Слушайте эфир в четверг в 8:45. Все, чем живет башкирская благосфера, расскажет Евгения Куцуева в программе «Блок-аут». Каждый четверг в 14:35 на «Эхе Москвы» в Уфе. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. Включаем маркетинг на «Эхе Москвы» в Уфе. И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Виталий Пилипчук. Моя авторская программа «Включаем маркетинг» на «Эхе Москвы» в Уфе. Напомню, мы говорим о рынке боксинг-клубов города Уфы. И тот вопрос, который у меня был до перерыва, Евгению Горбатову, непосредственно тому, кто является потребителем услуги, так сказать, клиентом боксинг-клуба. Вопрос. Все-таки клуб единомышленников для вас, именно вот тема бокса, это как и понятие рядом с ним, это клуб единомышленников, является ли это дополнительной ценностью? И реально ли вы действительно там встретили каких-то единомышленников, которым, ну, условно говоря, в том числе эта общность влияет на то, что вы выбираете вот это направление? Да, конечно. Когда я начал заниматься, начал знакомиться с теми, кто также занимается и ходит в смартбоксинг, ходит к Александру Минулину в частности, потому что, как я и говорил, у нас тренировки не только там по груше побить, лапы и так далее, но еще и при желании мы собираемся группой, то есть все, кто непосредственно ходит на индивидуальные тренировки, собираемся и уже какие-то совместные спарринги проводим. Так вот, когда я начал с ними знакомиться, я увидел очень много единомышленников. Ну, то есть они все были единомышленниками, все были предпринимателями.
познакомился там у одного парня вообще там вертолет свой даже, серьезно. У второго, то есть там тоже там нефтью что-то занимается. То есть очень серьезные люди. Раньше я думал, ну как бы, где таких вообще встретить можно? То есть ходишь там, например, в ресторан, там, ну не поймешь там, кто у кого нефть, у кого вертолет. Ну и плюс, насколько я понимаю, что здесь некая такой, ну, именно для данного проекта была специфичная история, как, ну, есть как мужской клуб, наверное. Да, да. Так, то есть именно в хорошем смысле этого слова. Ходят только мужчины в основном, то есть там девушки только на ресепшене у нас. Ну вот, то есть это я к тому, что хотел подчеркнуть, насколько данный аспект, он тоже важен был при формировании концепции. Вот, Саша, тебе вопрос про все-таки уникальность проекта бы хотел поговорить. Насколько я знаю, вот, о чем ты не сказал, но изучая просто проекты, почему одна из причин, почему я пригласил вас, в том числе именно тебя, ваш объект, ваш, условно говоря, клуб находится на 3-м этаже торгового объекта. Почему это интересно? То есть сейчас вообще идет такая тенденция к умиранию торговых комплексов как таковых в том классическом варианте, в котором они работали еще лет 10 назад. И вот такие форматы, они серьезно влияют на аудиторию. И вот с этой части вот твое именно восприятие данного продукта именно в, как сказать, элемента составного магнита размещающегося в торговом центре. Вот расскажи про опыт и про взаимодействие с соседями и пересечение аудитории, там, что может быть сделало дополнительно привлекательным и посещение этого клуба. Да, мы намеревались открыться в новом формате, в полном, так сказать, реконцепте, да, то есть мы видели нашу новую историю, именно боксерский клуб, с сопутствующими услугами, да, это у нас была история магазина, амуниции, был свой барбершоп, да, в этом проекте, своя кофейная история, да, по сути, мы, понимая, кто наш трафик, да, то, что это аудитория, которая средний плюс, она пользовалась теми услугами, которые есть в торговом центре, да, это парковка, рестораны, продуктовые магазины, мойка, да, то есть это давало наше взаимодействие в комплексе, да, всем давало, я считаю, да, какой-то большой синергетический эффект, да, то, что наш трафик стал трафиком всего комплекса, да, то, что это, так сказать, наверное, на мой взгляд, давало хорошие результаты тем соседям, которые у нас находились на этаже. Да. Это работало вместе. Да. Ну, то есть мне почему всегда интересны подобные форматы, что сейчас действительно девелоперами идет поиск тех форматов, которые бы устойчиво работали, тем более на верхних этажах. И вот делал такой проброс в другую тему. Нам приходили коллеги из детских развлекательных центров, именно развивающих центров, которые садятся на верхних этажах торговых объектов и сами тянут к себе трафик. И вот как раз про уникальность, мое восприятие, возможно, ты меня поправишь, что именно у тебя получилось сформировать некий поток аудитории формата средний и средний плюс, который регулярно, и который с деньгами, которые так просто и не заманишь, регулярно посещали вас. Да. Проходя через торговый объект. Да. Кстати, я именно так и нашел клуб, проходя в торговом центре. То есть у меня в голове было то, что мне нужен такой клуб. Но наткнулся... когда вот разбираешь вот эти детали, понимаешь, что это влияет. На самом деле, да, то, что мы находились на Чернышевского 88, на 4-м этаже, на первых 3 этажах вообще никого не было. Мы сформировали поток нашей аудитории, да, именно в пустое здание. То есть у нас уже аудитория своя, да, несколько сотен человек, которые у нас активно ежемесячно занимающиеся, да, и посещавшие наши тренировки. И, так сказать, наше вживление нашей истории торговый комплекс, да, оно, так сказать, усиливало позицию самого торгового комплекса, да, и формировало им поток. То есть не мы являемся, так сказать, а-ля паразитами, да, той истории, то, что живем за счет потока торгового драйвером центра. потока, одни составляющие. Да. Да. Это, кстати, важный момент, и вот таких форматов не так много, поэтому я вот на этом хотел заострить внимание, и вот рассматривая, почему подобные проекты
интересны именно вот с этой позиции. А вопрос такой коммерческий, может быть, с позиции ставки аренды. Именно я знаю, что вы запустились, и как бы там произошли некие изменения в составе собственников объекта, об этом там много было шума, но если говорить в сухом остатке, то сейчас произошло как бы изменение, новый собственник вот этих площадей, у него другое видение на эти площади, как их использовать. И здесь вы, я так понимаю, сейчас находитесь в таком очень интересном состоянии. У вас большое количество клиентов, вы при этом и с ними определенно, так понимаю, работаете, дальше продолжаете работать. Безусловно. Да, то есть эта ситуация, на самом деле, может быть, в перспективе мы поймем, что нет худа без добра, да, так скажу, да, то, что, да, сейчас у нас история на данном торговом объекте, да, то есть у нас некий конфликт интересов, есть ожидания у нового, собственно, другие, у нас пожелания другие. Ну, это коммерческая история. Это коммерческая история, которая сейчас у нас разбирается, мы ведем переговоры, но деятельность свою, как смартбоксинга, да, мы производим теперь, так сказать, даем плюсы другому торговому центру, да, это мы оказываем услуги на фирме «Мир», дальше наши клиенты посещают нас, и мы весьма, я скажу, благодарны той аудитории, которая, так сказать, сохранила приверженность к нашей истории, к нашим ценностям, да, к нашим ценностям, которые мы несем. Это для нас очень важно, и вот на самом деле хотелось бы всех ребят поблагодарить, вам спасибо. Ну вот это к вопросу, когда я говорил о неком клубе единомышленников, по сути, немногие ниши могут похвастаться вот этой темой, когда сообщество держится за тему, и в данном случае ваш подход, я так понимаю, тоже такой, вы на это смотрите. Есть тема про бизнес, есть тема про движение, есть тема про, так сказать, идею. И вот, я так понимаю, идею вы не оставляете, дальше работаете там в том же направлении. Да, на самом деле мы ее и будем дальше делать. На самом деле, что сейчас такое вот для нас? Для нас это уже выбор, который мы сделали когда-то, да, в 2015 году мы выбор жизни, да, такой. Мы с этим проектом, мы считаем, что потенциал развития есть. К нам уже при первых же моментах, вот, трудностях, да, с текущим торговым объектом подходили многие потенциальные инвесторы и арендодатели, которые предлагали возможности для открытия таких проектов на их площадях. Мы данные переговоры до сих пор проводим, да, есть потенциально возможные, может, даже лучшие истории. Планы да, по развитию проекта есть определенные. Есть, мы в этой части сейчас работаем. То есть как бы ситуация не развивалась конкретно с данной площадью, но я так понимаю, вот сейчас, если брать вот мое, может быть, отношение к проекту, насколько я вижу, что есть локация, есть куча факторов, которые сейчас делают эту локацию наиболее интересной для и аудитории, если мы говорим про тот объект торговый в центре, и по составу совместных услуг, то здесь вроде как все сложилось, но есть объективные обстоятельства, которые не позволяют сейчас проект реализовывать здесь. Вот, отлично. Теперь вот непосредственно про активности, которые вы делаете с членами клуба, что вы, то есть понятно, что вы взаимодействуете, там у вас есть добрая воля других участников рынка, которые дальше, условно говоря, помогли вам в данном случае ситуацию эту пережить. Вот, все-таки какое взаимодействие вы ведете сейчас с членами клуба на уровне, может быть, там, персонального общения? Это там... На самом деле то есть я, как владелец клуба, я всегда был открыт для диалогов, мы обсуждаем многие вопросы, как любой тренер. Моя задача именно как владельца общаться, да, то есть раскрывать те или иные аспекты, те сложности, да, те перспективы, которые мы имеем на текущий момент. С каждым ведется, кстати, персональная работа, да, там, как с членами движения нашего. Ну, я понял, что работа ведется, и здесь Евгению как раз хотел задать вопрос. Ваши ожидания от развития вот этой темы ниши боксинга вообще в Уфе, да, чтобы, ну, чего реально не хватает, может быть, в уровне там сервиса, может быть, вот какие ожидания там, может быть, больше клубности нужно или меньше клубности нужно. То есть, вот... Если говорить о моем мнении, и так как я являюсь предпринимателем уже более 6 лет, то я считаю, что тут, да, есть как бы рост развития, и я считаю, надо выходить данному клубу только непосредственно персональные тренировки, только с самыми лучшими тренерами, сделать
из этого, то есть как в сфере машин, там есть Бентли, Lamborghini, Мерседесы, так и в сфере вот этого фитнес-индустрии выйти на этот уровень. То есть, делать это только для очень, таких клиентов. То есть, даже мы пройдем по городу, сколько людей у нас ездит на Мерседесах, да, очень много. И они, я уверен, на все 100 приходили бы и тренировались бы. Но нужно создать именно что только для них это. Ну, то есть, ваше мнение, что, по сути, бокс, именно боксинг-тема, а это тема для избранных, которые требуют, и она, эта тема требует определенного подхода именно индивидуального. Индивидуального, это серьезного, да. Это индивидуальный подход и с позиции качества предложения, с позиции качества услуг, с позиции вот именно тренерского состава. Здесь вот как раз я бы хотел Александру Минуллину как раз тоже вопрос задать. Ваше отношение как тренера к ожидания, от развития темы, то, что чего, может быть, не хватает чисто в техническом плане, чтобы в Уфе хотелось бы, чтобы появилось, и, может быть, есть сейчас потенциал для того, чтобы появлялись новые, условно говоря, игроки на рынке, и ваши ожидания и ваши прогнозы, то будет, насколько эта тема будет развиваться именно в разрезе бокса, не как спорта, а как фитнеса, как стиль жизни. Вообще, вот Саша сказал, что бокс как фитнес-индустрия, буквально у нас в России она развивается, 10 лет, наверное, последние 10 лет. Да, за рубежом, там более раньше это началось развитие, наверное, есть очень много там примеров, куда люди за границей приходят, в Америке, допустим, просто приходят и бьют мешок. Просто приходят, у них 2 часа тренировки, они просто работают на боксерском мешке, примерно говоря, да? Что это дает вообще людям, почему они приходят и занимаются. Это они, стрессы, которые накапливаются в процессе обыденной жизни, они их выбивают. Выбивают. В Японии же есть такая, традиция, вешают там портрет начальника своего, и выплескивают стресс. Вот, у нас это начало развиваться и довольно-таки успешно, надо сказать, потому что люди, на самом деле, от мала до велика, все хотят заниматься боксом. То есть, ваше мнение, что тема, она сейчас на подъеме, она будет только развиваться, она на подъеме, и надо создавать условия, чтобы ее развивать. Вот одним из родоначальников, скажем, именно фанатов темы, которые начал заниматься именно отдельно клуб бокса, таких же нет практически клубов, где развивался только бокс. Вот у нас практически не осталось, к сожалению, времени. Я хочу подвести такой итог. Боксу быть, развиваться. Очень хорошо, что в Уфе есть энтузиасты этого дела, и профессионалы, которые готовы этим заниматься. И есть непосредственно потребители, которые готовы с этим связывать свою жизнь. Напомню, это была программа «Включаем маркетинг» на Эхе Москвы Уфе. С вами был ее ведущий Виталий Пилипчук. Мы говорили про рынок боксинг-клубов Уфы. У нас были в гостях Александр Шингареев, владелец клуба «Смарт Боксинг», Евгений Горбатов, клиент клуба, и Александр Минуллин, профессиональный тренер по боксу. Спасибо. До скорых встреч. Спасибо всем. Никакого секрета. Мы говорим